Той это еще как бы мы подразумеваем обмен, да, это и в хорошем смысле такой положительный обмен энергии, радости, соучастия вот в этом важном деле твоих родственников, твоих друзей, коллег, да. А с другой стороны, это и обмен тоже вот такой вот как бы энергии, которая тебя просто забирает и пожирает. Чтобы сделать самой той, ты готовишься буквально за полгода. Ты должна заниматься не только рассадкой людей, да, гостей в зале, но ты еще начинаешь заботиться о том, как их накормить, безусловно, чем накормить. Тои сейчас у нас стали действительно вот показухой, демонстрацией наших социальных, материально-финансовых статусов. Есть же такое, что связи, да, что начали на то и приводить чуть ли не верблюдов, не коней, прям в зал запускать. По-моему, в Казахстане тоже да, так, в Казахстане, да. И это совершенно недопустимо. Нет. Для меня лично, как первая критика, то, что там уровень децибелов, шума вообще зашкаливает. Оно же вредно для здоровья. Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Мы сегодня будем говорить про то, которых я лично люблю и не очень люблю, скажем, мягко говоря. У нас сегодня в гостях Чолпан Джапарбековна, извиняюсь, доктор исторических наук, профессор, историк, этнограф, который тоже также исследует этот вопрос. Почему это важно говорить про Той? Почему, где же там какой-то подвох? Потому что люди часто жалуются, говорят, что прежде всего очень много затрат. Я сам как бы не сторонник ходить на Той, всячески я там отмахиваюсь и стараюсь, чтобы кто-то из семьи присутствовал, но в целом, конечно, мне тоже нравится, что-то не нравится. Начнем вот с такой этимологической точки зрения, что означает Той и насколько это присутствует в кыргызской культуре. Руслан Маратбекович, спасибо за приглашение в эту замечательную студию. И говоря об этой, так скажем, теме, конечно, невозможно за короткое время раскрыть все прелести, ну и, так скажем, все те стороны, которые хотелось бы немного не то что покритиковать, а посомневаться в отношении кыргызских тоев. Но прежде всего, если будем говорить об этимологии этого слова, то той это переводится как торжество, насытиться, да, прежде всего вкусной праздничной едой. Той сон, той улансын, тойго береке, той кут болсун. Сколько замечательных, веских, сакральных слов вокруг празднества кыргызов. Вот. Я тоже, как и вы, любитель тоев, мотиватор тоев, проводник тоев. И, безусловно, тои у кыргызов делятся по своему назначению. Той, как свадьба, свадебное пиршество. Той по случаю рождения ребенка. И в этом случае мы можем вспомнить эпос Манас, когда Байджакып по случаю рождения Манаса сделал огромный той. И вы представляете, согласно Манасу, 7000 кыргызских семей готовили только или варили мясо, да? А 30 всадников ездили по весям и местам, территориям, возможно, это имелся в виду и Алтай, и Монголия, и Центральная Азия, Китай, когда они приглашали гостей по случаю рождения Манаса. Другое назначение тоев – это кыз-узату, проводы невесты. Сейчас в связи с рыночной экономикой добавились и, допустим, такие тои, когда, к примеру, в Соединенных Штатах Америки, когда получают грин-карту, тоже делают тои с размахом или без размаха, но тем не менее делают. Тои по случаю, когда ребенок твой идет в школу или когда он поступает в университет. Или еще одно целевое назначение, когда тои проводятся юбилейные, да, 70, 90, 50-летия. То есть по каждому случаю той, да, повод торжество, пиршество какое-то организовывается. И это очень сильно интегрировано в нашу культуру, в нашу идентичность, в наше самосознание. То есть без этого никуда. Ну,
Видите, жизнь человека, она полна белыми, черными полосами. И вот одна из белых радостных полос – это, конечно, наше тое. И с одной стороны, мы можем сказать, плюсовые качества тоев – это действительно, как вы заметили, идентичность, это знаковость нашей идентичности. Более того, тое – это площадка, где мы солидаризируем нашу идентичность. Мы понимаем, что мы Мы ее кыргызы. проявляем. Мы воспроизводим. Это вот как производство знаний о тое и о себе. Когда мы говорим о кыргызских тоях, это значит, мы воспроизводим знания о себе. Да, знания в каком-то, может быть, фрагментарном понимании, да, то есть там, смотря, конечно, кто встречается на этом пиршестве, это внутри своего, большой семьи, своего рода, или же несколько родов встречаются, или же профессиональные круги могут, да, в зависимости, кто с кем встречается. Да, мы там всячески идет отсылки вот к нашей кыргызскости, да, коллективной идентичности, там мы это ее укрепляем каким-то образом, да. В чем же проблема? Вот если так посмотреть, мы постановку вопроса сделаем, как ученые, исследователи, почему мы говорим сейчас на эту тему, почему это важно, вот в средствах массовой информации часто возникают вопросы, даже правительство, государство тоже обращает на это внимание. Основные несколько проблем, можно ли их очертить? Ну, прежде всего, основная проблема вот на сегодняшний день, когда мы начинаем анализировать социальные, экономические, политико-культурные основы, причины, результаты тоев, то, безусловно, это экономическая, финансовая сторона тоев. Многие кыргызские семьи для того, чтобы провести той с приглашением 200-400 человек, безусловно, идут на такие риски, как брать деньги в долг, в долг, становятся должниками у своих родственников или в банке. Это, конечно, минусовая сторона тоев. То есть, с другой стороны, мы знаем и такую сторону тоев, когда эти деньги, ну, так скажем, один к одному возвращаются, а иногда бывает и не возвращаются. Часто возвращаются или не возвращаются? На мой взгляд, это 50 условно, на 50 условно. 50, да? Почему? Потому что это зависит от круга твоего общения, так скажем, от качества твоего общения, катыш, социально-экономический уровень, статусы, как за все там, я не знаю, обычно тое, когда мы проводим, в каком возрастном периоде, когда нам уже дети подросли, они выросли, и где-то 50-60 это вот как раз для человека этого возраста обычно мы проводим наши тои, женим сыновей, выдаем замуж дочерей и так далее. И в этом отношении, конечно, мы полагаем, что взяв деньги в долг, мы погасим, восстановим эти деньги за счет кошумча, за счет прихода денег. И в этом смысле тое с момента постсоветской нашей действительности стали монетизироваться. Если ранее тое проводились, не всегда речь шла о деньгах, а чаще всего шла речь о подарках, когда шел обмен подарками. Да? Дарили холодильники, дарили там, я не знаю, просто сервиз, ковры дарили, да, и приходили, радовались, танцевали, пили и так далее. То уже с постсоветской, так скажем, с формированием нашей действительности именно общества потребления и общества, я могу сказать, здесь привести, ну, как бы, несколько уместно выражение американского экономиста Ростоу об обществе высокого потребления. Мы становимся обществом, ну, так скажем, если уж не высокого, то среднего потребления. Мы начинаем потреблять, и особенно наши тои на это как бы отвечают, реагируют. Чтобы провести то есть это больше той, монетизируется, мы да, больше монетизируется, в наличку переходим. Мы в наличку, мы все это оплачиваем конкретными вещественными, финансовыми, и все у нас исчисляется в долларах вообще-то, да, мы сразу начинаем переводить. Если то и сейчас, например, уже вот есть там же свои круги, допустим, круги общения с друзьями, круги общения антымак, да, вот этот хошумча, да. То есть размера вот этого есть нашего круги, вклада, солидарные круги, солидарные круги, в которых есть определенный раджа или определенная
сумма, определенный тариф, да, который мы должны внести. Ну, например, среди друзей он наиболее такой высокий, да, если сейчас на тое уже $100, $150, это говорит о том, что у тебя хороший круг, да, может у кого-то еще больше, или у кого-то, но не меньше $100. А, допустим, есть круги родственников, где тоже есть очень близкие родственники, на свадьбу детей вытаскивать по $1000, по $1500. Это, ну, так каждая скажем, семья, солидный да? взнос, да. И это, с одной стороны, какие-то братья и сестры могут осилить эту сумму, какие-то нет. И вот тогда в этом случае приходится брать в долг у своих родственников или даже в банке, чтобы покрыть, чтобы, опять же, у нас вот это, может быть, где-то оставшееся от наших родителей, а им от их родителей, уят, намыс, эльден галвайын, это все, вот, чтобы не отстать от сообщества, не показаться, так скажем, неблагодарным. Чтобы не было стыдно, чтобы не было стыдно, да, достоинство. И вот эти все составные нашего общественного поведения, она накладывает наши отношения к тою. Ну и с другой стороны, мы здесь должны учесть, что той это еще как бы мы подразумеваем обмен. Да? Это и в хорошем смысле такой положительный обмен энергии, радости, соучастия вот в этом важном деле твоих родственников, твоих друзей, коллег. Да? А с другой стороны, это и обмен тоже вот такой вот как бы энергии, которая тебя просто забирает и пожирает. Это время, это ресурсы. Вы представляете, вот, чтобы сделать самой той, ты готовишься буквально за полгода. Ты должна заниматься не только рассадкой людей, да, гостей в зале, но ты еще начинаешь заботиться о том, как их накормить, безусловно, чем накормить. Сколько скотины зарезать. Да, сколько. Обычно скота, один там, ну, как бы средняя, одна лошадь, да, режется, там пару овец. Но и второй момент, вот эта энергия уходит на поиски подарков. Сейчас это тоже стало составная больших грандиозных тоев, когда мы почти каждой семье должны вручить подарок, как воспоминание об этом тое. И, наверное, и у вас дома, и у меня дома есть вот, так скажем, посуда, ну, больше, чаще всего, так скажем, китайского производства, которых на Дордое огромное количество. Мы покупаем там, я не знаю, красная цена может, не знаю, до 500 сомов, и мы оставляем. И, например, когда, допустим, та же самая сахарница или там сольница, я не знаю, что-то. Это платки раньше были, сейчас тоже, кстати, да, рубашки. Да, раньше такое было. Это своего рода какая-то валюта, которую мы используем как знак, но мы особо их не используем в нашей повседневной жизни. Да. Может быть, мы но сами иногда еще можем использовать. Да, в принципе, от того, можем. Что подарили. В зависимости, да. Вот, может быть, мы для понимания возьмем какой-то один конкретный случай по расходам, например, стараясь представить действительно среднестатистическую семью. Потому что, наверное, категория средний класс там, и так далее, сейчас у нас они достаточно абстрактные. Размыты. Вот сколько будет затрат на то, вот чисто по деньгам расклад сделан, чтобы зрителю было понятно. Ну, надо здесь еще, Руслан Маратбекович, надо учесть тот момент, что этот среднестатистические расходы в селе или в городе, дома проводят или в ресторане. Да? И кто женится? Да? Ну, допустим, ну, к примеру, да, доход семьи, ну, так скажем, в месяц выходит где-то около $1500, к примеру, $1500. Всей совокупно, да, там может мама, папа работают, двое детей, может они студенты. Ну, во всяком случае, если вот такая вот доходность у семьи, то на той, вот женят они сына, живут они в селе, проводят в сельском кафе, учитывая все эти расходы, как лошадь, как 200 человек, на одного человека, если возьмем село, где-то приходится, ну, так скажем, номинально от 500 до 1000 сол, да, себестоимость, да. Ну и посчитайте теперь, 1000 умножьте на 200 человек, это сколько? 200 тысяч. 200 тысяч сомов, это где-то порядка около $2000, да? Плюс лошадь, если плюс лошадь это около 1000, 3000, плюс подарки даже пусть будет где-то, ну, 500 так условно, да, это уже получается где-то около $3500 только на это. А потом еще бывает так, что
кудаларды, то есть это сваты, Мгм. родители невесты, приглашаются сразу же после этого грандиозного свадебного тоя домой. Да? Сразу или... Обычно, ну, Обычно как сразу. обычно, сразу же везут, и дальше сыйло, да, вот это вот уважение, Кровить. как бы үйдің төрін көрсету, то есть показать свой дом, да, уже как сваты, как родственники становятся, да, вот перейти вот в этот статус родственных отношений. Обычно это сразу, но иногда бывает на следующей неделе, ну, как сейчас, поскольку все люди busy, все люди заняты, и как бы немножко они эту ситуацию тоже менеджируют, да, где-то откладывают. Ну, раньше было как бы сразу, да. Ну, кстати, вот я извиняюсь, что перебиваю, вот многие семьи, они делают ремонт дома только потому, что вот надо пригласить сват или кого-то гостей. Это же тоже нужно считать, правильно? Тоже надо включать. Да, в смету. это тоже возможно включается. Ремонт тоже да, может быть достаточно дорогим. Абсолютно. Да, ремонт тоже бывает. Или иногда ты покупаешь действительно посуду полностью меняешь, да, и ты думаешь, опять же, ой, нет, сватов нельзя вот в этой, покупаешь сервиз, ну, буквально обновляешь все, да, если уж нет средств на то, чтобы полностью делать ремонт, ну, хотя бы ты начинаешь на эти шторы смотреть, надо поменять, потому что ты будешь встречать. Стыдно, да, там, что скажут, есть такое, и так далее, да. да. То есть сколько мы прибавим сюда? Давайте ну, все-таки дойдем где-то, может быть, тоже тысяч, наверное, 3-4, может быть. Максимум. Ну, в зависимости от того, стараться. где опять, какие люди, с какими доходами. Но если возьмем городскую структуру, то, безусловно, на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, как-то я писала просто статью на эту тему, в то время, 2000, это, по-моему, 18-17 год, эта статья вышла, да, Central Asian Affairs, и там как раз-таки я взяла как case studies, как пример одну семью, которая проживала в селе Люксембург, но по доходам они работали в городе, по доходам мама с папой зарабатывали достаточно солидную сумму, и они решили сделать в тойхана. И поскольку у них катыш, то есть их, так скажем, круг общения очень был обширен, где-то порядка 400 человек они пригласили, да, когда сына женили. И вот когда я опрашивала эту семью, то мама сказала, что у них настолько круг общения большой, что они никак не могут позволить себе там, допустим, в селе, а тем более в Канте, где нет таких больших кафе. В то время действительно не было больших кафе в Канте. И им где-то даже было несколько неудобно возить вот это все подготовленное, вот эти продукты и так далее, туда, в город, да, в тойхана, вот по где круг, да, сам ресторан большой. Вот. Но тем не менее они для себя этот вызов сделали, они решили таким образом своего, как бы, уважить выбор своего сына и тем самым также показать свой статус, свой, так скажем, социальный, экономический, финансовый статус для своих родственников и друзей. 400 человек, да? Где-то около было, 380, ну, даже что если ли, не вот говорить так про вот. эту конкретную семью, как вы думаете, окупается ли? Вот в данном случае 400 человек, условно, они потратили больше 5-6, ну, или бывает и больше 10 тысяч долларов, да? Оправдалось ли вот в зависимости от своего отношения к этой семье, я имею в виду родственного или социального отношения, сколько эти 400 человек принесли денег, условно? Когда я спрашивала, насколько это окупилось, она сказала 1 в 1. То есть 1 в 1. То есть она даже отметила, что это покрыло за счет ее коллектива. Она работала в то время в 2 коллективах, она сама финансист, и за счет друзей. Она не могла сказать таковое о своих родственниках, ни со стороны мужа, ни со стороны своих, потому что, ну, наверное, из вот этой вот, как она сказала, из вот этой вот среды родственно-племенной, да, вот они с мужем наиболее, как бы, достаточно экономически устойчивая семья, и родственники, как правило, к ним приходят там и просят помощи финансовой, материальной и так далее. Но они как бы самые такие вот почетные. Но и родственники некоторые просто делали, допустим, свой вклад сервисом. То есть они помогали варить мясо, они там помогали делать то, это. То есть они были большими такими, как сказать,
материальными проводниками этого тоя. То есть в этом смысле, вот когда есть круг, да, который непосредственно соучаствует в воспроизводстве тоя в Кыргызске, да, то здесь можно разделить даже на категории, с моей точки зрения. Те люди, которые, вот, ну, может, не вносят большой такой доход финансовый, да, но они вносят такой энергетический, материально-технический, да, логистика, помощь, да, логистика, организация, да. организация, менеджмент, да, кто-то на себя что-то берет. И обычно вот такие родственники, они как незаменимые. То есть наверняка у всех у нас есть такие родственники, которые мы так называем шамдага, это как предприимчивый, он знает все, где сколько стоит тот же самый варан, где сколько стоит та же самая лошадь, именно в какую ферму ехать. А вы знаете, что вокруг Бишкека имеются фермы, да? Да. И, допустим, уже конкретно знают там, какие лошади и так далее, так далее. То есть все здесь вокруг тоя, вся эта индустрия, тойская индустрия, она настолько схвачена, тойская экономика, она настолько уже развита, что если пойдете ли вы за подарками на Дордой, там целых 2 или 3 ряда, где абсолютно все подарки, какие хотите. Специально подобранные. Да, специально подобранные, начиная от пригласительных. Хотя, конечно, сейчас век цифровизации, ты можешь сама в 2 клика, используя искусственный интеллект, сделать эти пригласительные. Да. Ну а раньше, я помню, когда еще искусственный интеллект не был настолько распространен, да, мессенджеров, WhatsApp не было. Да, и мы вот ходили на Дордой, и там эти пригласительные покупали. И вот Ну, эти сейчас... чачела, которые коробочки да, специальные. Да. А вот вся вот эта индустрия, с одной стороны, положительные плюсы тоя, он дает работу. То есть у нас возникают новые профессии. Например, организатор торжеств, организатор кыргызских тоев, это особая, да, категория. Да? Тамада, да. На сегодняшний день есть гильдия тамады, да? Да. И которые, конкурируя между собой, покупая, мы их покупаем, их услуги, они становятся изо дня, из тоя в той они становятся лучшими. Той — это еще и менеджмент. Да. Допустим, надо все сделать так вот очень четко, логически взаимосвязано. Вот об этом как раз-таки может сказать работа тамады. Потому что ты приходишь сначала с тамадой, переговариваешь. Сама развлекательная программа. Да, развлекательная программа, и ты говоришь, что так-то, так-то, так, что зачем будет следовать. Ну, давайте подытожим экономический кластер, скажем так, о том, что мы подтверждаем, что затраты очень большие, да, определенные семьи, потом семьи берут в долг, то есть мы смотрим, что они могут долг брать у своих же родных или же брать в банке. Наверное, существуют, я слышал, определенные кредиты под той, да, в банках, существуют или нет? И, ну, они могут взять, в любом случае, они могут потребительский кредит, да. Затем, потом надо выплачивать после этого, если семья не может себе позволить, в течение нескольких лет надо выплачивать все-таки с процентами, правильно? Затем есть целая, то есть есть банковская индустрия, которая более-менее адаптирована, есть ресторанная индустрия. То есть вот даже если взять улицу Алматинскую, там одни вот эти грандиозные здания, которые просто так, наверное, если захочешь сам покушать с семьей, вряд ли тебя там обслужат, но они предназначены для людей. Да? Затем шоу-бизнес. Масса, да? Да, для масс. Шоу-бизнес, это гильдия там, ведущих. Затем музыкальная, да, индустрия, которая действительно на этом зарабатывает. Возможно, если сейчас мы будем критиковать, это не всем понравится, что мы, может быть, возможно, заберем чей-то, не то что забираем, а кидаем такой камушек небольшой, да, в огород, профессиональный огород в хорошем смысле этого слова. Но, наверное, мы все-таки поставим во главу угла это какую-то определенной степени социальную справедливость. Да, мы постараемся взвесить, да, есть ценности, а есть, конечно, прежде всего экономические траты. И вопрос такой стоит глобально, стоит ли того, если критически поставить вопрос, да, получается, мы все это платим, очень дорого расплачиваемся, ну, зависит от конкретно какого тоя, расплачиваем для того, чтобы быть включенными, да, вот в эту группу
то, чтобы нас не исключили условно, да, ну, конечно, напрямую никто не будет исключать, но мы выходим из этого круга взаимоподдержки, финансовые вклады, да, вот так называемый как бы принцип черной кассы, там, Кошумча, Раджа и так далее. То есть мы боимся, мы платим за это, мы боимся за то, что там потом нам скажут, что достоинство, репутацию потеряем, вот он не провел то, или эта семья не организовала, не показала, что они могут, не показала свой круг. И свой статус, да, то есть в зависимости от этого мы можем поднять свой статус или показать, что он не провел этого. Есть очень много мемов, видео на эту тему, там, где мы критикуем, что они приходят на то и начинают критиковать, что это не так, то, не это поставили, такой салат был невкусный и так далее и тому подобное. То есть не слишком ли мы дорого расплачиваемся? Есть ли способ его как-то, ну, мы будем в эту сторону двигаться, оптимизировать? Если да, то как? Ну, знаете, вот об оптимизации или как бы о такой вот здоровой критике еще говорили в конце 19-го, начала 20 веков. То есть есть источники, которые были исторически, да, опубликованы в Турции, в Казани, в Уфе. Вот как бы тогда, видите, джадидское движение, просвещение, да, и татары, вот в основном татары, как женщины, так и мужчины, наезжали в Центральную Азию, обучали людей грамоте. И вот как раз-таки они написали в своих работах, статьях о том, что кыргызы тратят свои ресурсы на проведение тоев. Вместо того, чтобы обучать своих детей, вместо того, чтобы их обучать грамоте, и даже мусульманской, они занимаются вот приобретением приобретением скота на тое. Вот. Но еще один момент, если в нашей ситуации, каким образом оптимизировать, чтобы не было таких трат, чтобы не превосходили доходы семьи, которые делают тое или организовывают тое, то опять же здесь надо сослаться на то, что государство несколько раз, неоднократно принимало усилия, чтобы как-то законодательно снизить эти расходы. Последний вот указ был президента Кыргызской республики о мерах по упорядочению проведения торжеств и поминок Кыргызской республики. Работает на местах, срабатывает? Другой, да, вот мы можем сказать, что здесь вот религиозные служители, да, религиозные, так скажем, организации, имамы, да, они вот эту риторику они проводят в жизни, они отмечают, что не обязательно, если это торжество или будь это поминки, резать скот. Вот концепция срапчилов, да, да, концепция вот, да, вот это вот чрезмерных расточительных ситуаций вокруг тоя, она не нужна, она действительно объединяет ресурсы. И вот один из проводников это Айыл Өкмөтү, местное самоуправление, да, и религиозные служители, религиозные организации, вот если говорить на местах. Я помню, что в 2021 году как-то вот в районе Токмока, там село, где люди отказались просто-напросто резать скот по случаю смерти человека, да? Поминки, да, аж. То есть провести без резания скота. На мой взгляд, вот как антрополог, занимающийся этой темой, ну, я не скажу, что я написала все статьи по этой теме, но 2 статьи уже опубликованы. Да, одна в зарубежной печати, другая в местной печати. Подкаст один тоже о тоях, опять же. Воспроизведение концепции тоя, структуры тоя вообще, что такое празднество и что такое воспроизведение идентичности через вот такие вот публичные массовые мероприятия. Это тоже часть моих курсов.
которые я читаю на программе антропологии и международного развития в Американском университете в Центральной Азии. И когда студентам об этом мы начинаем рассуждать и обсуждать эту тему, безусловно, возникает вопрос, вот, останутся ли Тои вот через 10 лет, через определенное время в будущем, то я на этот вопрос отвечаю таким образом, что, скорее всего, мы будем продвигать две культуры. Одна индивидуалистская, а другая все же будет оставаться вот эта вот коллективистская психология и культура. Но в то же самое время в коллективистской культуре на предмет о тоях, да, будет все-таки склоняться больше, так скажем, к оптимизации и к меньшей трате и ресурсов финансово-материальных, и времени. Время – это золото на сегодняшний день. Временем надо дорожить. Да? Можно социализироваться, можно устраивать эти, так скажем, источники как бы социализации, солидаризации нации не только через вот тои, да? Есть огромное количество других возможностей. Ну, например, один из них, вот хороший пример, когда адал той или халал той, да? Когда мы уже не тратим деньги на спиртное. Вот вспомните, что бюджет тоев также составлялся из алкоголя, да. алкоголя, Всякие алкогольные напитки, и, безусловно, он составлял там, наверное, 20% стоимости тоя. Да? И все эти алкогольные напитки лились рекой, и обязательно той у нас, кыргызский той, характеризовался чем? Тойға бардық, там, я не знаю, ырдадық, мушташтық, да, эльдештик, да, мы подрались, помирились, да, выпили, да, чего только там не было, да, на тоях, да, и надо даже доходило и до крайности, когда вообще там избивали до полусмерти, да, и потом уже там криминальная история как последствие. Так вот сейчас это вот самая так бы положительная сторона наших постсоветских тоев, вот адал той, халал той, то есть без спиртного, раз. Положительно, то есть отмирает вот эта сторона наших тоев кыргызских. Вторая сторона, которая тоже радует, это все-таки мы стали ценить время. Если ранее там, начиная от 6 и заканчиваем там чуть ли не глубокой, там в 3 часа ночи, то сейчас вот как-то ограничится тоже время. Ну и, вероятно, указ по тоже начал четко работать, да, нашего государства об как бы смещении. Тои сейчас у нас стали действительно вот показухой, демонстрацией наших социальных, материально-финансовых статусов. Есть же такое, что связи, да, что начали на тои приводить чуть ли не верблюдов, не коней, прям в зал запускать. Это, по-моему, в Казахстане тоже. Да, так, в Казахстане, да. И это совершенно недопустимо. Нет, вот недавно был случай, что и в Кыргызстане уж не верблюд, а коня ввели в зал. Это, возможно, символически то, что означает, но, наверное, это чуть лишнее. Я думаю, я слышал еще также, они специально могут заказать какую-то очень дорогую статусную машину, чтобы просто подъехать, приехать, забрать, для гостей. И да, вот здесь или вот... статусных певцов. Да, статусных певцов, чтобы сказать, вот сам там... Самим певцам тоже, конечно, это заработок хороший, но опять же мы не критикуем кого-то по отдельности, почему вы поощряете это, мы хотим все вместе критически осмыслить и предложить так, чтобы такую модель, которая работала бы действительно во благо всем, да, иначе действительно одна часть населения создает себе экономические трудности, просто чтобы показать, что они такие же, как все, показать свой статус. И, кстати, гарантии совершенно нету, что это все оправдывается, и что там галочка определенная, да, вы теперь такие, как все, теперь мы вас больше уважаем, больше принимаем. Как бы это люди принимают за должное. Да? Здесь, конечно, речь идет не только об упорядочении, а именно о самих затратах. Вы, кстати, можете, есть ли у вас в голове какие-то примеры других стран, где тои в коллективных культурах, где тои сведены на нет с точки зрения именно затрат, да, вот самой организации этого пиршества? Ну, яркий пример, один из ярких примеров, это, естественно, европейские страны. Это та же самая западная
да, Западная Европа, Соединенные Штаты Америки, ну, где вот поженились, ЗАГС даже, ну, я не знаю, обручил их пастор, священник, и все, на этом, там, может, пара друзей приглашены, и вот так вот отмечают свадьбу. А коллективные Не заморачиваются ритуалы, там да. коллективно, там, чтобы как бы друг друга удивить, такого нет. Пожелают счастья, и достаточно. Ну, пример вот из восточных стран, вот именно азиатско-восточных стран, это Турция, где тоже не ставят целью собрать огромное количество людей, чтобы затем, ну, как бы вот эти собранные средства финансовые покрыть расходы на да, на проведение торжества. Минимум людей, да, у них есть практика ложить монеты золотые, да, деньги, так скажем, в костюм невесте или жениха чаще всего. То есть это как такой запас для молодой страны, для молодой семьи. А так, чтобы накрыть стол богатый, зарезать скот, нет, такого, как, насколько мне известно, в Турции не практикуется. То есть выигрыш все равно остается, да, сам организатор? Да, у дунган то же самое. Дунгане, уйгуры, наши соотечественники, они тоже не делают такие пышные тои. Там не режут лошадь, может быть, я не знаю, не с небольшим куском мяса или там одного барана, они там встретят 400 человек, да. Вот опять же, ну, у них как бы идут ресурсы на создание вот сепь, да, или приданное для невесты, да, и затем стараются купить все необходимое там для того, чтобы молодая семья была устойчива, да, они обычно вот стараются как бы снабдить эту семью холодильник, ну, всем, что необходимо для повседневной жизни. Тогда вот родственники собирают деньги или в качестве подарка приносят вот эти все вещи в новый дом этой семьи, в новую семью. Но вот такой вот цели у них нет, как бы, чтобы всех собрать. Но у нас же, видите, помимо вот этого вот этой стороны, сделать то здесь вот коллективное пиршество и соучастие, которое как бы имеет свои, как скажем, свою цену, свою стоимость, да? Каждый посетитель, каждый гость это стоимость. Допустим, вы как друг пришли, принесли $100, да. А я как родственница принесла, ну, там, $50, да? Потому что я родственница. А другой родственник, более дальний, он принесет тоже $50, потому что общение, связи не настолько тесные, чтобы приносить большее количество. Или тот же самый друг или коллеги, да, коллективно собирают. С другой стороны, мы здесь можем усмотреть, вот когда люди приходят, так скажем, философско-моральную сторону тоев кыргызских, когда мы даем благословение, бата, у нас же вот это бата, и это священно. И обычно мы готовим тосты, или мы как бы есть запрограммированные уже шаблонные тосты, которые мы воспроизводим. Вот о чем Асхар Маткабылович говорил, то тосты друг на друга повторяются, вот там как-то надо тоже это. Но с другой стороны, вот это вот ограничение со стороны государства или со стороны, я не знаю, религиозных организаций, это несколько, конечно, сужает права человека, да, это как бы право личности проводить так или иначе. Но государство ответственно за безопасность. Экономическую в том числе. Да, и экономическую безопасность вот, в проведении этого, экономическая безопасность семьи, экономическая безопасность гостей, социальная безопасность, да, чтобы там не напились и друг друга не порезали. Да. Но вот как бы, если говорить об оптимизации, то, скорее всего, вот той, вот мы можем говорить очень много бата, вот напутствия, благословения, да. С этой точки зрения, конечно, нету ограничений. А вот с точки зрения экономической составной тоев, то, безусловно, даже вмешательство государства наверняка необходимо. Допустим, то же самое, допустим, общественный порядок. Ну, тоже недавно писали, что вот рядом ресторан и рядом жилой комплекс, да, где люди они мешают, да, люди живут, и это мешает
Все, до 11 часов, а там получается и Да, после 12 совершенно верно. галдеж, шум. И это, конечно, должно регулироваться государством. Кстати, да, я бы это сказал бы для меня лично как первая критика, то, что там уровень децибелов шума вообще зашкаливает, и не обязательно там, да, пожилые люди, но мне кажется, даже здоровому человеку очень, очень такой большой шум, я даже не знаю, да, прилагательное какое подобрать, оно же вредно для здоровья. Там настолько без остановки все проходит, номер за номером, несмотря даже на качество, если даже это развлекательно, интересно, но сидеть там, не знаю, это какой-то определенной степени терпения, ад, все это надо слушать и так далее и тому подобное. То есть, мне кажется, запрещать, конечно, мы полностью не сможем. Государство понимает, что здесь все очень сложно, здесь идет и такой ценностный, да, набор всех вот этих вот, скажем, позитивных вещей, идентичность, связка с нашей коллективной вот этой нашей культурой, историей там, и так далее и тому подобное, благословение. Но, наверное, все-таки можно это как-то регулировать, да, и критически к этому подходить. Вот скажите, если, да, мы не можем запрещать, и тот, кто хочет проводить, пусть проводит, тот, кто не может проводить, для него это тяжко, как бы вы их успокоили, какие вы бы им аргументы сказали с точки зрения именно психологической? Ну, я думаю, всем надо объяснять, да, какие аргументы мы бы им сказали, этнографического характера, психологического, ну, что типа не проведешь, ничего с тобой не случится. Или проведи это так, как ты можешь. Ну, чтобы в конце в плюсе остался ты, потому что в конце концов это праздник. Это же это событие, которое нужно праздновать, а не сидеть потом, считать свои убытки и думать, как их выплатить и так далее. То есть какие бы аргументы вы им сказали, чтобы все-таки убедить их оптимизировать то, а не так, чтобы заставлять. Ну, наверное, это проводить какие-то публичные передачи. Я думаю, через средства массовой информации, через медиа мы должны пропагандировать вот этот вот способы или концепта оптимизации наших тоев, что расточительство это ни в коей мере сейчас не является нужным, актуальным. Надо все-таки стараться сохранять средства, надо иметь накопление. Ведь у нас тоже в культуре вот это накопление тоже как такового не то что не было. У нас было, вот там мы распределяли, да, имущество в виде скота, в виде пастбищных угодий. Мы распределяли между детьми, да, между детьми мужского пола. Да, мы заботились об этом. Но вот сейчас как бы тоже наверняка есть такие семьи, которые копят не то что на черный день, на хорошее, так скажем. У них есть накопление. Вот, мне кажется, надо вот через вот такие вот как бы ресурсы вносить вот именно вот такое сознание, что трата – это не есть развитие. Раз. А второе, что есть, допустим, ну, мы отправляли, вот как на Западе отправляют сразу молодоженов в кругосветное путешествие, в любое путешествие, да, может, возможно, вот это гораздо лучше. Просто вот те ресурсы, которые есть, подарить детям, чтобы они просто увидели какую-то страну. Или распорядились так, как им хочется. Да, или распорядились так, как им хочется. Третье, может быть, опять же, вот проводить исследования. Ученые, эксперты, которые проводят исследования, и затем эти результаты исследования публикуются и в научно-популярной форме. Как вы сказали, нельзя жить без этой радости, да? Надо радость актуализировать, чтобы вот этот всплеск был гормонов здоровых, да? Это абсолютно верная установка. Но в то же самое время всплески вот гормона счастья, радости, они могут и за то, что вот твои дети сказали: мама, папа, давайте мы не будем делать той, да, а мы просто вот на эти средства поможем вот этой вот семье, которая вот рядом живет, через дорогу.
и они практически не питаются нормально. Они настолько нуждаются, и мы хотели Кстати, бы им помочь. достаточно много таких Вот случаев, такая, да, да, происходит? вот, я тоже недавно прочитала, что вместо того, вот дети попросили, давайте мы поможем семье отстроить дом. Не это ли великое счастье, когда ты так воспитала своих детей, когда они заботятся о других, да? Они, значит, следовательно, знаете, они и по жизни потом будут такими. Абсолютно. И верно. вот такая вот взаимопомощь, вот возрождение, мне так кажется, знаете, в далекое время, когда рядом с тобой был воинственный и многомиллионный Китай, и здесь были гунны тоже, их там исчислялось сотнями, тысячами, и между ними жили кыргызы, организовав свое кыргызское царство в третьем веке до нашей эры. Ну, говорят, уже есть источники китайские, которые утверждают, что кыргызское царство было еще в X веке до нашей эры. Но мы скоро увидим эти источники, которые привезут скоро из Китая. Но опираясь на, так скажем, распространенные источники, да, я всегда удивляюсь вот этой вот энергии, устойчивости кыргызов, моих предков в то далекое время. Вот между двумя державами они тоже существовали. И их как бы тоже принимали во внимание, раз их описывает сам Сымя Цань, известный китайский историк, путешественник, да, во II веке до нашей эры. И в этом смысле, мне кажется, вот как раз-таки это происходило, потому что кыргызы в то время были сплочены, и сплоченность составляла в том, что бедный или устойчивый помогал менее устойчивому. Вот между ними была вот такая внутренняя, ну так скажем, солидарность. Это потом, может быть, в советской истории нам навязали, да, среди кыргызов был богатый там манап, который истязал и так далее. Фактически всегда эта солидарность существовала у кыргызов. Когда скотом делились, когда тонменен делились, тулупом своим делились, кровом делились, юртой делились. Это было так. И вот сейчас, вот если мы должны, да, в эпоху вот такого, так скажем, индивидуализма, возможно, наши дети будут и индивидуалисты, но в то же самое время мы должны своими родительскими хорошими примерами и общественными примерами подавать вот образец вот этой вот солидарности, соучастия, сострадательности, сотерпимости, это все хорошие качества, которые позволили кыргызскому народу выжить, выстоять вот в этой как бы борьбе, да? Вот в борьбе вот этих больших держав, как гунны, китайцы и далее. Если историю рассматривать, это вообще великие уроки, как кыргызы. У нас сейчас всего лишь 7 миллионов, сколько там, 200 тысяч человек. И для того, чтобы нам выстоять, мы, конечно, должны сохранить свои тойские традиции тоже, положительные, позитивные, которые дают источник для развития, но и в то же самое время отказаться от тех, которые нас действительно уводят в прошлое, да, уводят, так скажем, вот в эту, ну, чего греха таить, бедность, да, вот это вот как бы несостоятельность, или вот это вот как бы стремление показать, доказать. То есть оставить символическую составляющую, ритуальную часть, скажем так, дух, да, дух культуры, который очень важен для нас, но никто нам ничто не сделает за то, что мы отрежем экономическое расточительство. Это же элементарно финансовая грамотность. Да. Ну, еще один момент здесь можно подчеркнуть вот в заключение, что то еще одна сторона, как бы сторона, которая солидаризирует семью особенно, родственников, это когда кто-то не попал на той, но ты, вот это вот мы тоже очень долго критиковали, да, вот там после тоев мы там набираем, да, и так далее, там идет такое вот как бы равное распределение. Обычно вот за тоем там 12 человек сидят, и между женщинами в пакеты там ложится вот это все явство, да, и мы приходим, мы зовем соседей, мы зовем своих родственников, ты тойдон гельдим, гелип раскешиктуге болуп кеткиле. Мы их зовем, и они вот приходят, и мы рассказываем, тойдо болды, тигирдады, болды, сонун болды. Целая культура, да? Целая культура, да, после тойская, да. И вот если рассмотреть, вот как вы сказали, такая вот поэтапность наших тоев, она где-то даже тоже есть инструмент
самодисциплины, инструмент менеджмента. Социализация. Очень, да, социализация, очень много хороших качеств, вот чисто таких персонально-социальных, они тоже прививаются вместе с Тоя. Ну да, это целая жизнь. Да. Там до Тоя, потом сам Той, потом около Тойного мероприятия, потом После после Тоя. Тоя, и мне было автор Той, автор партии, да? Да. Все это, конечно, шикарно, но опять же за это все надо расплачиваться, тот, кто это может делать, милости просим, остальным нужно задуматься, Да. и чтобы ничего за это не было. Спасибо большое, Чолпон Джапарбековна. Мы сделали свой вклад, я думаю, да, в вот этот вопрос. Вопрос не очень простой, многозначный. Вот, но надеюсь, что наше общество будет двигаться в сторону здравого смысла, это синтеза и наших ценностей, и также какого-то критического осмысления. И благодарю вас, и надеюсь, мы встретимся с вами на новой версии Тоя 2.0 где-нибудь, когда-нибудь. Спасибо за приглашение. Вашей передаче, вашим подкастам, полета, новых встреч, интересных тематик. Ну и в целом, чтобы жизнь в Кыргызстане была лучше, плодотворнее, эффективнее. Чтобы к нам приезжали гости